Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас новости от Евгении из Якутска. Меня зовут Семенов Виктор Николаевич, я заместитель руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия. На данный момент у нас в республике действуют приюты и пункты передержки. По состоянию на сегодняшний день, с начала года всего пункты и приюты передержки животных поступило 4314 животных без владельцев. Из них было стерилизовано 1132, кастрировано 1531, маркировано 3669 и вакцинировано 3160 животных. Всего по республике в приютах и пунктах передержки содержится 2322 животных, в том числе по городу Якутску 1488. Если вы увидите безнадзорных собак, животных в городе Якутске, по вопросам отлова можно обратиться в единую диспетчерскую службу города Якутска либо в управу соответствующего городского округа без владельцев. Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия разработан проект закона Республики Саха-Якутия. Основными принципами изменений являются организация мероприятий по запрету возврата животных без владельцев на прежние места обитания и организация мероприятий в отношении невостребованных и социально опасных животных без владельцев. А что за дезинфекция? Что вы делаете? Вольеры чистят механически, потом Чистят вольеры. Хорошо. А если не заходя в вольеры, сено мы кладем рядом с вольерами? Собак переводят с вольера в вольер. Если Так. собаки побегут, я отвечать не буду за риск. Кого? Собак переводят с вольера в вольер, чтобы убраться. Внимание, ведется видеосъемка. Для разговора ведется видеосъемка. Так, хорошо. В таком случае, значит, 6-го мы можем приехать, да? 6-го уточните, закончили они или нет. Дезинфекция идет. Я Ну предупреждал. что такое дезинфекция зимой в холодных клетках? Надо, потому что все вычистят, пусть они обработают. чистят, не пускают волонтеров Потому в что такой выходные долгий дни. период. Вон, Почему написано? график. График. Ну всё. Но там, смотрите, Какие проблемы? выходной. Вы что, мебельный магазин? Вы все-таки с собаками вместе Нет, мы от работаете? вас тоже Живые. хотим отдыхать. Спасибо огромное. Мы от вас тоже хотим отдыхать. 13 января, суббота. Только в этот день ровно на 2 часа приоткрылись ворота перед волонтерами. Зашли и увидели. В вольерах вместо 5-6 собак сидели 1 или 2, а некоторые клетки были пусты. За минувшую неделю в Якутске отловлено 46 безнадзорных собак. Всего с начала года 62 животных. На отлове работают 6 бригад. В приюте содержится 943 собаки. Вот такая информация прозвучала во время общегородской планерки 15 января. Вот такой нос от мороза белый. Хотели погреться. Закрылись, наверное, изнутри. Закрылись изнутри. Нам не дают погреться здесь в ветеринарном блоке, потому что Руслан сказал, что он работает. Закрылись вот так. Так что, нет, нормально. Заходи. Здравствуйте. Видите, я здесь работаю. Тихо. Ой, как хорошо. Как хорошо. Все, не надо, пусть работает. Слушай, нос, закрой, пожалуйста, нос. Закрываю. 15 января 2023 год. Наша лепта в создание хорошего настроения у собачек. Мороженое каша. Интересно. Значит, сюда она доходит, а дальше она остается лежать замороженной. Так, сегодня 13 января. Вообще отношение к волонтерам, конечно, очень интересное. Вот смотрите, лежит на ведре. Где она лежит? Там, где и должно лежать. А там я уже показала. Просто с замороженной пищей лежит. Вот еще одно ведро. Вот и вся история. В середине декабря мы привезли вот эти срезанные в спортзале 7-й школы
лиственница полы для того, чтобы постелить в теплое. Но в теплое нам проход воспрещен, потому что бруцеллезный блок. И никто там, кроме нас, в это теплое не постелит. Там сейчас бетонные полы и, конечно, скорее всего, должны лежать поддоны, которые мы привозили ранее, но они с большими дырками. А вот здесь, посмотрите, какая хорошая плотность была деревянная. Ну вот, вот так громко закрыли дверь перед нами. Мы привезли рыбу, 300 килограмм, от подписчиков канала Лары Володиной. Уважаемые подписчики канала Лары Володиной, нижайший поклон каждому из вас за ваши отзывчивые сердца и теплые души. Сейчас сделан отчет о получении и расходовании добровольных пожертвований на преодоление жутчайшей ситуации голода и холода в так называемом псевдоприюте города Якутска. И самая значимая сумма пришла именно от вас, от этого канала. Помогаем бессловесным, беспомощным, обессиленным, глубоко несчастным. Это дорогого стоит. И только за декабрь 2023 года Ларой Володиной с вашей поддержкой от нас и животные уехали в таком количестве большом, больше 60. И всем вам процветания, финансовой стабильности, здоровья. И вам, и вашим близким, и вашим подопечным. И пусть все вернется к вам 100-крат умноженным. Не теряем уверенности в завтрашнем дне. С большим уважением. Макеевская Евгения, 20 января 2024 год. Благодарю. 8 января 2024 год. Благотворительная помощь от подписчиков канала Лары Володиной. От Дагмы, от Светланы из Финляндии. От всех, кто отправил небольшую, но очень важную сумму для того, чтобы мы смогли накормить животных вот такой замечательной рыбкой, которая приехала сразу с рыбалки сюда. Свежий налив. Сегодня, получается, 300 килограмм мы отдаем в пункт передержки животных. И благодарим каждого из вас. Благодарим, благодарим. Пункт передержки животных, а Чеченко 57. Город Якутск. Якутск. 24 год. На градуснике с утра минус 48. Едем в ППЖ. Блок Б. О, хорошо. Кто-то идет. Ага, Руслан, привет. Что? Открываете? Чему? Открываете? Это корм оставьте и все. А Чеченко 57. 11 утра, 9 число. Вот так. Расписание на месте. Через блок, не бруцеллезный блок Б и С, заходить запрещено. Там встретил меня Руслан, ветеринар, и сказал: вы же знаете, что только суббота и только воскресенье. Здравствуйте. Вот пришел новенький пункт передержки. Здесь нет котов. Да? Здесь все на улице, да. У них нет теплого помещения. Ага, здравствуйте. Так. Что там через бруцеллезный блок нельзя заходить, а там можно? Вы как сторож, скажите. Там тоже нельзя. Почему? Ну что вы не знаете? Да я не знаю. Я общественный инспектор Росприроднадзора. Я не знаю. Понимаете? У меня вот в правилах о приютах написано, что можно. А если нельзя, то объясните, почему нельзя. Ну потому что вот номер телефона вы знаете, Сергеевны. Прекрасно. Да. Вот и звоните, спросите у нее. Все понятно. Будем звонить. Друзья мои, подошел Руслан. Вот он здесь ковер только что тряс. И сказал: вы же знаете прекрасно, что вас пустят только в субботу и воскресенье. То есть я, как общественный инспектор, не имею права прийти до самой субботы и воскресенья. Ну вот, каша наша оказалась вкусной. Собачка кушает, успокоилась. Ну все. Руслан запретил. Ветеринар нехорошо несет свою службу.
Ну вот так. Каша уже холодная. 16 января мы с Матвеем Матвеевичем привезли 2 рулона сена по 300 килограмм каждый. Машина едет 3 часа из Улуса для того, чтобы отдать нам сено. Сено не разрешили завести, сказали выгружать здесь за территорией. За территорией выгружаем сено, нельзя. Вот так, 16-е. Привезли сено от Сони из Швейцарии. Выгружать будем рядом с пунктом передержки. Не-не-не-не-не, мы не можем отъехать, мы разгружаемся, вы нам сказали разгружаться. Все, давайте. Вот пожилой Матвей Матвеевич ехал 3 часа. И почему-то нельзя разгружаться на территории. Почему? Почему мы должны бросить это сено за территорией? Очень интересно. 2 рулона по 300 килограмм каждый. Соня из Швейцарии, благодарим вас. Это ваши средства уходят на то, чтобы собакам стало теплее. Друзья, мы показали, что творится в якутском ППЖ. Делайте выводы сами. А пока Женя не сдается. Бьется за жизнь бездомышей изо всех сил. Сил ей нужно много. Ну а мы помогаем как можем. И учитывая, что Женя ни разу не собачница, но как она переживает за жизни собак, как профессионально по-хозяйски она подошла к вопросу еды, согрева собак и обустройства их в тех условиях, которые есть в разгар зимы. Вот такими должны быть руководители на таких объектах.